Мэр столицы вместе с журналистами на одном из новеньких, привезенных недавно из КНР автобусе, посетил все объекты, на которых провели или же завершаются ремонтные работы. Первой точкой была дорога в южной части города, которую отремонтируют до наступления первых холодов. В Бишкеке впервые прокладывают дорогу за счет строительных компаний, отметил Эмильбек Абдыкадыров. Мы будем по мастер-плану, этот квадрат будем проектировать, проектно-сметную документацию подготовим, согласуем строителям, у кого какая доля. И они будут помогать нам строить дороги, делать освещение, делать тротуары, поливную систему. Кроме того, мы ввели, это первое тоже, вот еще хочу подчеркнуть, подземные контейнеры мы начали устанавливать в центре, несколько как пилотные проекты. На первом этапе сметная стоимость одной полосы с восточной стороны протяженностью 720 метров составила 38 миллионов 900 тысяч сомов. Участки распределены между стройкомпаниями согласно площади земельных участков, предоставленных под строительство многоэтажных жилых домов. В беседе градоначальник также рассказал, что будут пересматривать стоимость оплаты за проезд. О необходимости повышения тарифов, какой должен быть, я не знаю, это будет принимать наши депутаты городского кеңеша. Но рассматривать надо, потому что закупленные автобусы, их надо содержать. Автопредприятие должен быть рентабельный, тоже надо учитывать. Каждые 5 лет или каждые 10 лет покупать, потом опять получать с бюджета, обновлять парк невозможно. Далее участники ознакомились с реконструкцией котельных общеобразовательных организаций. В средней школе номер 74 полностью установили новую котельную. Также в ходе пресс-тура показали, какое состояние было у старой. Переводят на голубое топливо все соцобъекты. На сегодня почти 50% города перешло на газовое отопление, что поможет уменьшить уровень смога в столице. 22 котельные у нас переведены на сегодняшний день практически все уже на альтернативный вид топлива. 3600 тонн мы полностью отказываемся для отопления именно муниципальных котельных. 9 жилмассивов у нас уже проводится газификация, где уже переведены на газ 5400 домов. К примеру, в прошлом году этот показатель был 30%. Это именно в целом 72%. Подключенные дома, а именно отапливаются газом, на сегодняшний день уже практически 50%. В этом году по линии муниципального предприятия «Бишкек Асфальт-сервис» капитальный ремонт тротуаров проходит на 22 улицах общей протяженностью 3,2 километра на сумму 350 миллионов сомов, которые завершены на 90%. Мы выделили 500 миллионов сомов с бюджета. И еще на 22 улицах мы дополнительно дали по тендеру нашим дорожникам. Сейчас общая сложность в 39 улицах у нас тротуары, идет работа. Ирригация, ирригационные лотки и тротуары. Ну, нам немножко по срокам нас задерживают, которые вышли за пределы своей территории. И есть капитальные строения, есть заборы. Не забыли рассказать и о новых общественных остановках. Зимой в них будет тепло, а летом прохладно. Будут установлены кондиционеры и телевизор. Стоимость одной остановки варьируется от 10 до 12 тысяч долларов. 4 остановочных пункта уже построили. В ближайшее время в городе появится еще 12. То есть мы остановочную часть, именно само сооружение, задвигаем назад в заднюю часть и даем возможность увеличению кармашка для остановки общественного транспорта. Эффективное благоустройство города – это не дешево, но это стоит всех работ, проведенных мэрией столицы. Новые тротуары и дороги для удобства горожан, борьба со смогом и с бесконечными пробками на улицах города Бишкек. Все это масштабные работы по улучшению жизнедеятельности города-миллионника. Рахат Батрибекова, Чингис Тохторбекулу, ЛТР, город Бишкек.